Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 1 сентября 2020 года. Посмотрим, какой это будет день для нас. Девятка бубновая. Что будет помогать? Король червовый. Что будет мешать? Валет червовый. Так. 3 карты на отношения. 3 карты на работу, 2 карты на финансы и здоровье, итог дня. Будем подсказывать на маг-картах. Итак, у нас девятка бубновая. Карта, которая говорит о том, что у нас заканчивается большущий период. Ну, для многих 1 сентября чем-то, может быть, схож даже с Новым годом. Да? То есть Новый год мы празднуем зимой, радуемся тому, что перед нами новые возможности открываются. И 1 сентября вот чем-то по настроению очень часто похож на вот этот праздник, да? Потому что в это время как-то активная деятельность начинается, ученики в школу идут, студенты начинают учиться и так далее. Так вот, как раз сегодня вот такое настроение будет, что одно заканчивается, другое начинается. Немножко жалко, что лето заканчивается, но есть какая-то вот надежда, такой подъем на то, что будет улучшение, на то, что будут изменения в жизни. Это все вот будет очень важно для нас. Давайте посмотрим. Да, карта говорит о том, что вот мы меняемся, да, меняем свой образ жизни, стиль жизни. Для нас вот что-то сегодня происходит по-новому. А также карта говорит о том, что, может быть, будет какая-то неожиданная сегодня там новость, какое-то неожиданное, может быть, распоряжение, да, которого мы не ожидали. Да, ну и есть, конечно, такое чувство сожаления, что вот все, лето закончилось и нужно приступать к выполнению каких-то обязанностей. А теперь, что будет помогать? Король червовый. Король червовый – это карта, которая говорит о том, что будет помогать семья, друзья, вот какая-то поддержка эмоциональная, да, может быть, там какой-нибудь домашний праздник, домашнее торжество, да, по поводу вот того, что начинается у нас какой-то новый период, когда мы собираемся со всей семьей, там бабушки, дедушки, родители, дети и так далее, да, вот это может помогать перестроиться и как-то не жалеть особо о том, что лето уходит, да, и это поможет настроиться на то, что вот брать на себя новые обязанности, да, начинать как-то по-новому жить, достигать своих целей каких-то. То есть такое, знаете, как бы настроение победителя может появиться благодаря вот поддержке близких людей. Да, вот неплохо было бы действительно какое-то торжество, праздник, чтобы нас там поддержали, нас похвалили и так далее. Что будет мешать? Валет червовый. Будет мешать вот это желание и дальше продолжать праздник жизни, да, не брать на себя ответственность, когда нет желания работать или еще что-то такое, да, вот когда мы не настроены на то, чтобы как-то менять свою жизнь. А для отношений у нас выпадает карта десятка трефовая. Это для тех, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что сегодня может быть встреча с каким-то человеком, который либо высокую должность занимает, либо помогает вам в решении каких-то административных вопросов, денежных вопросов. То есть, может быть, там оформление кредита или еще какие-то вопросы, связанные с деньгами. Это может быть заключение каких-то договоров, оформление бумаг в госучреждениях, налоговые и так далее. Вот там может встреча произойти. А для тех, кто в паре, четверка червовая, эта карта все-таки семейная, когда у нас какие-то вот мероприятия сегодня, да, которые собирают нас вместе. Давайте посмотрим. Ну да, это все связано там с работой, с учебой и так далее. Все-таки здесь какие-то
такие, может быть, небольшие праздники мы устраиваем для членов своей семьи, да, как-то порадовать себя хотим. Да, прежде чем мы начнем выполнять свои обязанности, которые не так легко нам даются, да, нам как бы хочется как-то настроиться, что ли, на это, да, сделать из этого праздник, скажем так. Девятка пиковая для тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что пока что здесь все остается так же, как и было. Но, может быть, нужно проявить инициативу, решительность, да, для того, чтобы этот вопрос уже, как бы решить. Для работы выпадает пятерка червовая тем, кто в поиске работы. Здесь может действительно появиться работа, которая вам понравится, которая вот именно по душе. Но здесь, скорее всего, будет какая сложность? Либо это та работа, которую вы никогда не делали, и она требует новых навыков, обучения и так далее, да, и вы тут можете испугаться, отказаться. Давайте спросим. Нет, все-таки это то, что вы хотели раньше. Если даже вот есть какой-то страх, что не справитесь, не переживайте, все будет хорошо. Для тех, у кого есть работа, восьмерка червовая, карта говорит о том, что может быть очень хороший день на работе, да, когда мы, знаете, радуемся каждому, с кем мы общаемся, работаем, да, это могут быть клиенты, это может быть коллектив. В общем, как-то все очень душевно так происходит. Хорошее, может быть, даже будет какой-то корпоратив или еще что-то такое вот на работе, да, либо просто нам очень комфортно, приятно, либо мы можем работать из дома, кстати, может быть, для кого-то начнется такой период, когда вы переходите на удаленную работу. А для тех, кто своим делом занимается, туз бубновый, карта больших денег, сделок, успеха. В общем, карта, когда мы что-то очень важное делаем, заключаем какую-то сделку. Ну, смотрите, может быть, кстати, здесь и благодаря тому, что вы уже хорошо поработали, вы можете позволить себе отпуск, вы можете позволить потратить большую сумму на поездку, на, допустим, там к морю, да, за границу или в какой-то санаторий. Может быть, вполне. Либо вы просто решаете какие-то очень важные вопросы, которые вот и сам процесс вам доставляет удовольствие. Может быть, сделки какие-то совершаете. Для финансов, те, кто на зарплате, четверка бубновая. Карта говорит о том, что вот стабилизируется у вас эта сфера. Будет ли сегодня приход денег? Возможно, но может быть все-таки здесь вот четверка бубновая, она говорит о едином, о получении один раз, да, зарплаты, допустим. Ну, то есть как бы с деньгами у вас может быть, как бы нормально, стабильно, да, но может быть не время еще получать зарплату. Так, теперь те, кто своим делом зарабатывают, король пиковый. Карта говорит о том, что может быть как раз вот важная какая-то сделка, может быть партнер какой-то появится, очень важный покупатель, клиент, или вы будете общаться с администрацией, допустим, чтобы дали какие-то разрешения вам на ведение деятельности, на сделку или на еще что-то такое, да, либо будете привлекать к себе такого человека, который вам может в этом помочь. Но вообще вот эта карта, знаете, законченного проекта, завершенной сделки, причем удачно, успешно завершенной. Вот, и будет такое ощущение, что вот здорово, я молодец, там, я победил. А теперь здоровье. Дама червовая. Карта говорит о том, что в здоровье улучшение, если у кого-то были сложности, здесь улучшение ситуации. Причем, может быть, неожиданные какие-то новости о вашем самочувствии, приятные. Может быть, какие-то перемены места. Допустим, вы, если, допустим, кто-то болел, допустим, находились в одном месте, потом переезжаете в другое, да, сегодня. Ну и вообще карта, когда наше самочувствие зависит от того, как к нам относятся наши близкие люди. Это очень важно, такая эмоциональная поддержка. И итог дня туз трефовый. Карта говорит о том, что сегодня очень важный день, который закладывает начало циклу целому, да.
Вот как сегодня его проведем, так и будет дальше. С каким настроем это будет, с каким, может быть, самочувствием, да, что мы будем делать, как мы будем действовать. Это все, какие у нас будут цели, кто нас будет окружать, как нам будут помогать или мешать. Да, вот это как-то будет влиять на вот этот весь цикл, который сегодня закладывается. Также в конце дня мы можем почувствовать, что как бы сделали то, что должны, да, такое удовлетворение будет. Вот как раз удовлетворение от сделки, от соглашения какого-то, да, от какого-то предложения, от подарка или от каких-то договоренностей. В общем, в любом случае мы здесь чувствуем удовлетворение. И такое ощущение, что этот день нам как подарок. Может быть, действительно были какие-то неожиданности, которые вот для нас как подарки. Да, такое умиротворение и довольство собой у нас здесь будет. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.